Проверка масочного режима. Мы с здесь, мы с здесь. Фу, Доброе утро! Во время пандемии начинается с обработки рук, проверки температуры и дезинфекции помещения. Однако в этом магазине про это то ли забыли, то ли не знали. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, главная цель не выявить нарушения, а донести до людей, насколько важно соблюдать меры предосторожности. ручки, ярму, протирать должен, стойка, что дотрагиваться, даже мостик и дезинфекции. Я все. Соблюдать маск хотел. تخنوا ситуация сложная в республике. Не рекомендация, а вынужденная мера. Масочный режим в общественных местах должны соблюдать все без исключения. Во многих магазинах соблюдаются меры защиты с самого первого дня пандемии. И, учитывая ситуацию, понимают, необходимо усилить все меры безопасности и бросить силы на недопущение рисков заражения. Это обязательно, это влияет во всем мире, по сути. Массально влияет. Ну, поставим антисептики, маски, если этого требует законодательство. Проверяют сегодня и наличие уголка потребителя. Нарушения не заставляют себя ждать. И если в первом случае дают отсрочку, то из-за несоблюдения ковидных мер придется заплатить штраф и покупателю, и продавцу. Тогда будет уже не до шуток. Штраф Маска маски отжи, но на штраф тоже. Потому что не... Отел. Припятым еще, эгет кезге штраф. Тахан уже Медина торгуаз, Медина штрафы, тихо, суд дальше, это суд еще будет решать, приостанавливать эту деятельность или оставлять. Также в ходе проверки особое внимание уделяют дезинфекции помещений. В период пандемии проводить влажную уборку необходимо строго хлоросодержащими средствами. Контролировать нужно даже их дозировку, а помимо этого на каждом объекте вести журнал учета обработки магазина. Можно сегодня констатировать, к сожалению, многие предприниматели относятся очень халатно с соблюдением ограничительных наших требований в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Есть предприниматели, которые соблюдают, которые выполняют наши рекомендации, но и попадаются, к сожалению, те, кто не понимает этих ограничений, можно сказать так, расслабились. По выявлению нарушений, конечно же, у нас будут составлены административные материалы, все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Хотелось бы предупредить, сегодня мы проводим по объектам торговли всех наших предпринимателей, независимых всех организаций, независимых от форм собственности, будь это государственная организация или частная организация. Эти рейдовые мероприятия нами будут продолжаться. Сегодня эта болезнь не отступает, сегодня болезнь распространяется. Именно из общественных мест можно занести заразу в дом. После заражения практически не остановить, а попытки самолечения часто приводят к тяжелым последствиям и госпитализации. Игнорировать предписания в таких случаях нельзя. По состоянию на сегодняшний день у нас в республике остается стабильно тяжелая ситуация по ковид-инфекции. Эта ситуация у нас уже на протяжении второго месяца. Ежедневно у нас регистрируется от 80 до 86-7 случаев заболеваний за один день. На сегодняшний день на самоизоляции находится 94 человека. Это лица старше 60 лет. Госпитализировали с подозрением на COVID-101. В этом случае лучшим способом защиты остается вакцинация. Инфекционные госпитали для больных коронавирусом развернуты на базе медорганизаций. В каждом районе также есть прививочные пункты. У нас провакцинировано от количества подлежащих 73,2% и от количества полученной вакцины 71,1%. Хотелось бы сказать, что есть возможность в выборе любой вакцины, которая есть у нас в республике. На сегодняшний день у нас в республике 4 вакцины. Это Спутник Ви, Гамковид-Вак, это Ипивак Корона, это Ковивак и Спутник Лайт. Но Спутник Лайт в основном применяется для вакцинации, ревакцинации людей, которые уже ранее были привиты.
Если раньше вакцинироваться могли только отдельные категории, то сейчас любой желающий старше 18 лет добровольно и абсолютно бесплатно. В борьбе за здоровье следует принимать самые необходимые меры. Медики предупреждают, коронавирусную инфекцию легко спутать с гриппом и ОРВИ. При появлении первых симптомов лучше всего провериться. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.